Добрый день, уважаемые участники онлайн-семинара. Меня зовут Вячеслав, фамилия Павловец. Я художник-график, акварелист. И вот сегодня хочу поделиться своим опытом акварельной живописи. И начинается работа с того, что, естественно, какой-то нужно выбрать сюжет. Допустим, вот сегодня исполнить вот такой мотив, это какой-то такой весенний сюжет, какое-то темное там небо, грозовое, возможно, и освещенное солнцем зеленый холм. Я смачиваю бумагу водой, размачиваю, причем размачиваю с двух сторон. И это делается на гладкой поверхности. В данном случае это вот кусочек стекла, это может быть пластик. Я смачиваю одну сторону бумаги, переворачиваю, смачиваю обратную. Что касается вот самих материалов, я использую акварельные краски. В данном случае это, по-моему, петербургские какие-то, я уже точно не помню. То есть не какие-то такие замысловатые материалы. А из кистей мне нравятся вот кисти синтетические, которые более плотные. И вообще даже люблю пользоваться, работать широкими, плоскими кистями. Пока подсыхает бумага, я могу подобрать тон для вот этого грозового неба. Сейчас я еще должен посмотреть, чтобы здесь это подсохло. Вот эта линия холма еще немного влажная, поэтому я феном вот эту границу подсушу. Так это все в одно движение. Тут важно вот такой изгиб холма выдержать. То есть какой-то вот так вот. Снизу вверх, так. Возможно, надо чуть побольше краски, чтобы более плотный был. На самом деле такое грозовое небо, оно достаточно плотное бывает. Потом чуть позже, когда немножко подсохнет, можно будет сделать светлые какие-то такие просветы или какие-то облака, чтобы не было таким монотонным. Создать передний план, если это вода, отражение воды. Пока оставить влажным, потом что-то добавлять еще, по ходу дела еще какие-нибудь оттенки. Наша задача положить зеленый красочный слой. Можно опять подсушить феном для того, чтобы не было блеска.
вроде как подсохло, можно вот нанести вот этот уже тогда слой зеленый. Ну, вот. Теперь, если мы хотим вот изобразить вот эти в переднем плане кусты, деревья, надо тоже подсушить вот эту часть бумаги, чтобы они достаточно, чтобы плотными были. Вроде как отражение обозначить. Наверное, что можно изобразить, что это освещенное солнцем, вот эта масса деревьев, и освещенное солнцем здесь надо тогда какой-то светлый, допустим, желтые какие-то блики такие, которые объем могут передать этому. Где-то можно вот мелкой кистью, не знаю, там сухое дерево какое-нибудь изобразить, чтобы чуть где-то так вот можно сравнить. Наверное, вторая работа даже получилась более насыщенная, как зрители считают. Ну вот это такой весенний, гроза весной, в ожидании грозы. Я надеюсь, что это кому-то будет интересно познакомиться с моим опытом. И на самом деле это искусство акварели, это творчество. Всегда можно привносить какие-то свои, какие-то новые приемы. А для этого надо знать, что делают другие. Надеюсь, что вам было интересно, любопытно мой прием письма. И акварель это такая бездна творчества. И надеюсь, что у вас будут свои какие-то успехи, свои приемы. И принесет это вам и окружающим удовольствие, радость.